Это был первый учительный центр, собственно говоря, в органах власти Республики Коми, именно в жилкомхозе. Вот, потому что и мы решали учетные задачи, бухгалтерии, мы решали и производственные расчетные задачи, это был Комеремстрой и другие все обслуживающие организации именно жилья и коммунального хозяйства в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. 3 было, по сути, так сказать, у нас как бы подразделения, да. Вот. Производили мы очень интересные задачки, в том числе расчеты с квартиросъемщиками. Помнишь, мы говорили, расчеты с квартиросъемщиками. Потому что каждый квартиросъемщик мог заполнить квитанцию, да, где он писал, энергетикам столько, он должен коммунальщикам столько и так далее, и так далее. Потом эта квитанция поступала на учительный центр уже с оплатой на почте, и мы ее обрабатывали. Да. То есть, вот в принципе, начинали мы вот с такой серьезной задачи, как вот это расчеты с квартиросъемщиками. А я вот хочу понять, вот, чтобы у меня в голове уложилось, а до вот этого вычислительного центра первого, как это все делалось? Это на счетах, что ли, люди считают? Это вообще, это такой интересный путь, вообще-то говоря, да. Расскажи тогда. Поскольку мать у меня была главбухом и тоже в жилищном коммунальном хозяйстве, но в Нижнем Новгороде, это было, так сказать, на моих все глазах, да. Вот. Значит, ну, вообще, история учительной техники – это второй вопрос, может быть, и мы коснемся. Но сначала все считают бухгалтера на счетах, да. Я восхищался, как они это делают. И до сих пор это для меня какое-то, вот как волшебство, да. Перекидывали эти костяшки, да, и у них это все получалось, да. Потом появились аппараты под названием арифмометры, феликсы, там крутилась ручка, и так далее, и так далее. Вот записывалось, все это получалось. Потом такое же поколение машин механических. Вот, оно развивалось, становилось больше, больше, больше. Вот к ним уже информация вводилась в виде перфокарт и так далее. Это уже машины были, ну, в эту комнату, дай бог, парочка войдет. Вот, может быть, вот. И, значит, эти вот все бухгалтерские задачи стали решаться на механических вычислительных машинах. И только потом стали появляться электронно-вычислительные машины, и большие, и малые. Вот как раз малые стали называться бухгалтерскими вычислительными машинами. Это уже была действительно система и электроники, и программирования. И потихонечку это вышло на уровень таких серьезных машин, как ЕСВМ, а потом и компьютеры. То есть вот такая цепочка, она была прослежена. Но благодаря этой цепочке, во-первых, сейчас бухгалтерия все автоматизированы. Сегодня же бухгалтерия – это самая автоматизированная часть нашей жизни. Бухгалтер не мыслит себя без компьютера. Вот. Уже не счет, а именно компьютер. Да. Ну, с одной стороны, эта задачка очень формализована. То есть там 2 × 2 это 4, а не 2 × 2 5. Вот. Хотя мы очень сильно спорили. Бухгалтеры иногда перечеркивали цифры и ставили 2 × 2 5. Ну, надо им так было. А машина этого не понимала. Споры были сумасшедшие. Вот. Но сейчас-то все притерлось. И машина вычислительная, компьютер и бухгалтер – это одно целое сегодня. 80-е, это же еще Советский Союз, вот это уже все, вот эта махина, она же аналоговая вся была, вот вся страна. Ну, то есть цифра-то ведь она была только-только в зарождении, да? Ну, по сути это дело. И как относились вот вообще вот партийные чиновники, руководители к этому явлению? Вот, они вообще доверяли вот этим технологиям? Вы знаете, здесь очень, опять же, интересный вопрос. Во-первых, он противоречивый вообще на самом деле. То есть, ну, например, Госплан Коми СССР, это была такая, я считаю, солидная организация, да, и каждый начальник в этой организации, начальник отдела, уже очень хорошо знал свою отрасль, свое место работы, и, в принципе, с ними можно было разговаривать на их языке, и для чего нужна эта вычислительная там техника. Понимаете, они это все понимали. Они, может быть, говорили, я не знаю, что это такое, но я знаю, что жить сегодня, как вчера, нельзя. То есть нам нужно двигаться дальше. Вот. И в этом плане проблем не было, так сказать, и начиная, как я уже с бухгалтеров, казалось бы, самые архаичные люди, но тем не менее они оказались самые передовые в органах власти и вообще на предприятиях, в организациях во внедрении вычислительной техники. У меня вот такое ощущение возникает, что за каждым вашим расчетом в то время стояла какая-нибудь тетенька бухгалтера, которая все перепроверяла все равно за машиной. Нет? Вы знаете, первое время да. Потом они начали доверять. Да, то есть машина они уже привыкли, что машина не может переделать 2 × 2 4 в нее, а не 5, как они думают, да. Но это, конечно, образно, весьма образно. Вот. И они стали доверять, что да, действительно так должно быть, и перепроверялось на этапе
до того, как машина это дело рассчитает и даст им свои распечатки. Это же было все в электронном виде, но выходная информация была на бумаге. Эта бумага вот такой ширины, вот на ЦПУ шла, и эту бумагу, конечно, раскладывать либо в пачках, либо в рулонах было относительно неудобно. Это выходная информация. Вот входная была на перфолентах, перфокартах, магнитных лентах. И только уже потом, это уже как появлением и компьютеров, параллельно появились мониторы, где вся информация это отражалась. И печать нужна была только для каких-то либо других нужд, что да, нужно поставить печать и положить это в архив. Да. Представили. Это получается, вот нужно что-то рассчитать. Кто-то приносит вот пачку этих перфокарт. Так получается. Вставляет их с одного конца, а с другого конца вот это вот. Еще хлеще. На самом деле. А как это? То есть бухгалтер говорил, что нужно рассчитать зарплату. Ну, как и сейчас. Это входная информация, оклады, календари и так далее, и так далее. Все бухгалтерское, да. Потом это сначала, когда еще не было ничего, это садился программист, математик и постановщик задач в одном лице и пытался это представить в формализованном виде, как же будет компьютер работать и как это будет все помещаться в компьютер. И только после этого, когда эта входная информация становилась удобной для компьютера, тогда она переносилась с помощью перфокарт, перфолент, магнитных лент в компьютер. Производился расчет, и выходная информация шла на бумаге, на больших листах, которые бухгалтерия опять должна была разбирать. Вот это, конечно, было для них неудобно. Но, с другой стороны, бухгалтера оказались большими энтузиастами, вот, на мой взгляд, очень большими энтузиастами. Они все это вытерпели. И, как я уже сказал, это сегодня задачка, которая не мыслит себя без вычислительной техники. Вот, то есть расчет зарплаты, расчет различных материалов, расчет с банками. Все это уже было в 80-е годы. Не было аварий каких-нибудь, сбоев, чтобы там какой-то расчет накрылся или какой-то оказался неверным, например? Это такой вопрос, вы понимаете, никто не застрахован от неудач. Это понятно. Это абсолютно, да. Были бы какие-то яркие случаи? Понимаете, и, например, мы делали вот это полуполитический, полутехнический вопрос. Ну вот в жилкомхозе мы рассчитывали заработную плату крупным строительным трестам. Вот там был Коми-Ремстрой, да? Вот. И у нас зарплата четко, числа же выдавалось, да, и расчет полностью зарплаты для бухгалтерии, они уже отказались от ручных расчетов, должен был произведен заранее. У нас ломается машина. Вот, что делать? И так далее, и так далее. Мы делаем все, что можно, но какое внимание было к этому делу? И тогда я познакомился и с людьми из соответствующих органов, офицер появляется из соответствующих органов, появляется зампред горосполкома, я не буду называть фамилию, но с этими людьми в этой аварии я познакомился, да. Такой очень вежливый вопрос был, что делать. Вот. Ну, мне пришлось заверять, что мы делаем все возможное, зарплату люди получат. И действительно все получилось, но, как говорится, кругозор моих знакомых значительно расширился вот по факту такой вот аварии. Это мой личный опыт, да. Вот. Ну, если говорить о каких-то применении вычислительной техники, крупных сбоев, аварий в республике я не помню, потому что если то, что встроено в технологические процессы на электрике, на тепловиках и так далее, ну, здесь я не припомню, чтобы такое было, чтобы что-то страшное. Чем это компенсировалось, и это уже технический прием, это дублирование систем. Он везде есть. И всегда, это мы всегда использовались. То есть обязательно нельзя работать на одной машине. Машин должно быть минимум 2. И даже большие машины стояли рядом 2, в том числе и СВМ. Да. Вот. Потому что если одна что-то сломается, то вторая должна восполнить. Вот. Или отремонтировать, или делать, что хочешь. Но это должно работать.